8 декабря 2025 года Важа Зарандия предположительно купался в море в дневное время, однако домой со столичного пляжа не вернулся. Его личные вещи были обнаружены на берегу. Сразу после поступления информации к поискам были привлечены водолазы и плавсредства МЧС Республики, а также специалисты погрануправления ФСБ России в Абхазии. Для расширения зоны поиска вскоре был задействован вертолет Министерства обороны, который осуществляет облет прибрежной акватории. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, в первую очередь в Гале, где Важа Зарандия был первым руководителем районной администрации. Директор второй школы города Гал Ахрак Виквискири, вспоминая Важу Зарандия, отметил, что он был ответственным руководителем района и пользовался уважением коллег и жителей. Очень болезненно слышать ту новость, которая сегодня обсуждают в Абхазии, вот о чем вы говорили. Важа Зарандия довольно-таки известная личность не только в нашем районе, но и по всей Абхазии. Важа Зарандия являлся первым председателем Совета министров Абхазии. Ну, это сейчас должность премьер-министра. 92-93 года, с мая месяца 92 года он был председателем правительства. Вот. И Важа Зарандия сыграла очень такую видную роль в формировании этого Совета министров, потому что, как вы знаете, в 92 году в Абхазии проходили очень напряженные события. Это связано с формированием нового парламента, согласование кандидатур премьер-министра и там ряд других ключевых министров. Он был человеком дальновидным. В Абхазии на какое-то определенное время наступило спокойствие. В дальнейшем, уже будучи премьер-министром, он, естественно, был премьер-министром и во время Отечественной войны народа Абхазии, выполнял возложенные на него обязательства, находился рядом с депутатами парламента Абхазии, рядом с главнокомандующим Владиславом Григорьевичем Арзенбом, первым президентом нашей страны, столположником современного абхазского государства. После войны, после 30 сентября 1993 года, Владислав Григорьевич Арзенба направил Важу Зарандия в Галицкий район руководить этим районом. И Важа Зарандия, используя все свои знания, навыки, начал налаживать мирную жизнь в Галицком районе. Вот. При нем открылась школа, начали люди возвращаться к себе домой, налаживать быт, заниматься повседневными делами. Он организовывал, под его руководством организовывалась и раздача гуманитарной помощи на территории Галского района. Вот. И он был очень умным, грамотным, отзывчивым человеком. Люди, которые находятся здесь, в Галицком районе, конечно же, помнят его как человека-профессионала, доброго, отзывчивого, который был всегда готов встать рядом, подать руку помощи, оказать поддержку. И именно на основе тех начал, которые он заложил послевоенное время в Галицком районе, в дальнейшем была продолжена работа другими главами администрации. Но самый сложный период, когда только-только закончилась война и была неопределенность в этом районе, мирную жизнь здесь налаживать начал именно Важа Зарандия. Важа Зарандия после того, как ушел из политики, он в 1994 году активной политикой уже не занимался, хотя он высказывал свое мнение, имел свое мнение, говорил на разные темы, на политические темы, но активно политикой он не занимался. Насколько я помню, он ни в какие партии не вступал и ни в какие объединения не вступал.
Вот, и в дальнейшем он как бы вел активную, но не политическую жизнь. Глава Галского района Константин Пиля также выразил слова поддержки семье и близким Важа Заранди, подчеркнув, что произошедшее стало тяжелой утратой для всей республики. Да, я позвонил семье, разговаривал с дочерью, с одной из дочерей разговаривал, сказал слова сочувствия. Конечно, всегда была надежда, что это не трагичное вот так все, но не приходится сомневаться. Скорее всего, все это так, уже несколько дней поисков. Но она тоже вспомнила, что наши родители, отцы еще дружили. Я высказал, как на сегодняшний день, как глава района, что весь район сопереживает, что люди сопереживают. Помнят его, как он в тяжелые времена взял на себя ответственность, за Гальский район. Все это вспоминали и высказали слова свои сочувствия. Я передал это семье, вот так мы поговорили. Поисково-спасательная операция продолжается. Тея Басария, Гал Медиа.